Салам алейкум, Руслан. Рад тебя Алейкум видеть салям. на нашем стриме. Решили для наших подписчиков наконец-то провести по долгожданным просьбам, по многочисленным просьбам стрим с Русланом Сулеймановым из Канады. А, Так как Руслан очень силен в экономических вопросах, поэтому решили именно по экономическому блоку пройтись, потому что о политике вроде бы как освещает, ну, много кто пишет, говорит о том, что какая будет у нас экономика в будущем в Башкортостане, когда он наконец станет свободным, не будет зависеть от Кремля, об этом мало кто говорит. Поэтому сейчас поговорим, Руслан, с тобой. Если кто-то не знает, Руслан, пожалуйста, расскажи немножко о себе. Кто ты? Как ты попал в Канаду? Да, добрый день, друзья. Было бы, конечно, классно привести это на башкирском языке интервью, но, надеюсь, со временем это тоже получится. Ну, раз у нас контингент такой разношерстный и много национальностей нас смотрит, мы будем делать это все на русском языке. Да. Руслан, я еще раз... Так меня слышно, да? Мне пишут, что звука не слышно. Звук есть? Да, есть звук. Ты слышишь, да? Да. Значит, нормально все. Да, я до этого еще тебе говорил, что у меня фамилия не Сулейманов, а Сулейман. Действительно, я в 2010 году его поменял. Вот, живем в Канаде с семьей уже 5 лет здесь. Уехали по той причине, честно говоря, что в России очень тяжело стало жить. Ну, во всех отношениях. Ты себя ощущаешь, как будто ты зажатый между тисков, и ты не можешь высказаться, не можешь крикнуть, не можешь довести свое мнение до остальных. И говорить правду уже стало совсем страшно, да? Судя по тому, что вокруг все происходит. Поэтому морально больше устав, решили поменять локацию семьи для того, чтобы... Я себя еще раз слышу. Нет, это все нормально, это у меня подключил здесь. Угу. Думаю, это нормальное стремление любой семьи поменять что-то в жизни для того, чтобы, ради будущего своих детей. И еще один момент, это значит, захотелось посмотреть, как люди живут на Западе, потому что я понимаю, что мы когда-нибудь, дай бог, вернемся домой, и захотелось вот эти наработки, которые мы видим на Западе, та же экономическая модель, социальная модель и так далее, все это применить в будущем Башкортостане. Сейчас это модно говорить часа X. Почему? Потому что в рамках той системы, которая сегодня в России есть, все это применить невозможно. Поэтому движение какое-то вперед возможно только именно после часа X, когда разрушится именно эта политическая и административная модель, которая у нас сегодня существует в России. Сам я из Абзелиловского района, из маленькой деревушки Талкускарова. Вот, потом мы переезжали с отцом, пожили вначале в Кускарово, потом его поставили директором Халилова. Халилова уехал, из Халилова в Аскарова, с Аскарова переехал в Уфу в 92 году в турецкий лицей, потом учился в УГАТУ, потом в различных компаниях работал, были свои бизнесы. Честно говоря, во многих областях разбираюсь из-за того, что пробовал себя много где. Честно говоря, особо в бизнесе меня какими-то успехами похвастаться не могу. Тут можно попытаться какие-то причины привести, но в России действительно очень тяжело вести бизнес. Это я могу говорить 100%, уже сравнивать сейчас с Канадой. Вот. И потом работал последние 4 года в Москве, в крупной телекоммуникационной компании, затем мы уже уехали в Канаду. Вот предыстория примерно такая. Женат, 2 сына у меня, 12 и 9 лет. Башкұртса ілешәгідмі үйде? Башкұртса ілешіге тырышабыз. Сын айтканда көптөр малайдар қазір инглизча көстілер. Мәктәптәге инглизча оқығас. Ләкин әлбәттә башкортча, татарча өйдә һөйләшергә тырышабыз. Күп нәмәне аңлайлар, ләкин җавап биргәндә икенче телдә җавап бирәләр инде. Аның өстендә эшләйбез, Алла бирһә, дөньялар үзгәреп китһә, кайтып матур башкортча өйрәнербез дип уйлайбыз балалар белән. Аминь. Тогда у меня первый вопрос. Мы будем все-таки, наверное, обсуждать сегодняшнюю экономическую модель Республики Башкортостан и
будущую экономическую модель, применимую к нашему свободному, независимому Башкортостану, имеется в виду независимому от диктата Москвы. Первый вопрос такой вот. Республика Башкортостан в 90-е и в нулевых годах была регионом-донором. То есть это как бы не секрет, все об этом знают. Входил в десятку как минимум регионов-доноров. Сейчас он регион-реципиент, то есть дотационный. Вот что, по-твоему, случилось? Действительно ли наша республика такая дотационная и убыточная? Честно говоря, я сам часто скучаю по 90-м годам во всех отношениях. Правда, в то время как бы учился в школе, но было ощущение, что мы Салам движемся Руслану вперед, было Бабасову и ощущение, что Руслану мы движемся в Сулейману. правильном направлении, Спасибо вам за потому вашу что развитие работу. действительно было Депой видно. салам Литве и Канаде. Также Помните, салам наверное, да, Найтрику вот 45 и Башкиру. Спасибо первая, за ваши скажем так, комментарии. половина правления Рахимова, она была такой очень примечательной. Даже если говорить именно про экономику, про развитие Башкортостана, я просто сам из Абьелского района, это та сторона Уральских гор. Честно говоря, у нас асфальта вообще не было в то время. Я точно помню, у отца у меня была копейка, ВАЗ-2101, и он работал в Аскарово, а жили мы в Халилово. У нас была не проселочная, а щебеночная дорога. И каждый раз, когда он ездил в Аскаров, наоборот, приезжал, у него колеса все были продырявлены, и каждый вечер мы сидели, латали с отцом. Я был маленький, 6-7 лет, мы латали колеса. Во время первого срока Рахимова все кардинально изменилось. У нас везде появился газ, это действительно так. Провели везде дорогу, то есть инфраструктурные проекты были в основном выполнены именно в то время. Это говорит о том, именно из-за того, что из-за перераспределения вот этих вот денежных масс, да, которые туда-сюда ходили. Если бы при Советском Союзе это не было сделано, но исходя из того, какие деньги оставались в республике в те времена, и насколько денег, мы же понимаем, что инфраструктурные объекты всегда требуют гораздо больше денег, чем что-то другое. Исходя из того, сколько там было сделано, можно уже судить о том, насколько мы могли правильно вперед двигаться. Вот. Затем, мы все видим, да, что со временем, все начало становиться чуть-чуть хуже, особенно с приходом уже Путина. Вот каждый период правления Рахимова, Хамитова, Хабирова нам четко показывает, куда мы как бы все это движемся. Вот 90-е годы, если это была какая-то надежда, уже с приходом Путина ощущение и будущее каждый год становилось все таким мрачным, потому что шла централизация власти во всем. И раз идет политическая централизация власти, административная, вместе с ним шла и экономическая. Помните, да? То есть в 90-х годах, когда у нас все развалилось, у нас же было все свое. Соответственно, даже несмотря на то, что там условно, да, Урал Рахимов выводил какие-то деньги, крали и так далее, но львиная доля все-таки шла именно на благо жителей нашей республики. И какая-то часть, возможно, обкрадывалась и так далее, но неважно. Но именно прогресс был налицо. А дальше начало становиться все хуже. Сейчас ситуация совсем как бы плачевная, да. Насколько мне известно, последняя цифра была, по-моему, это Зубаревич говорил, что 56% налогов уходят в центр, это в Москву, а потом мы вынуждены клянчить, ездить в Москву, опять их обхаживать, мазать их маслом, башкирским медом, для того, чтобы как-то свои же деньги обратно вернуть. Эта система, конечно, абсолютно неправильная, она ведет никуда, и при этой системе однозначно развиваться никак не можно. Поэтому как это можно исправить? Должен опять случиться какой-то час X, да, после которого все развалится, и обратно все будет оставаться у нас уже. Но уроки из прошлого мы должны учесть и не должны повторять ошибок прошлого. Вот. То, что вот ты постоянно говоришь у себя, да, в программах по поводу политической централизации. То есть этого однозначно уже не должно быть. Это будет новое государство, либо это конфедерация, либо что-то после развала, где вот эти вот экономические моменты должны быть учтены. И для того, чтобы основная масса денег, которую мы зарабатываем, она должна уходить именно на благо граждан республики. Возможно, когда мы создадим какую-то конфедерацию, 10% все-таки надо будет в центр перечислять, потому что есть какие-то военные расходы, те или иные, которые невозможно решать внутри региона, да.
но это не должно быть 56%. Я всегда говорю, если бы мы оставляли там большую часть своих денег в бюджете республики, там даже муниципалитетов, мы должны были жить минимум как Дубай. Ну, минимум. Мы этого действительно заслуживаем. Но, к сожалению, Москва, как кровопийца, у нас высасывает все. А вместе с высасыванием физических каких-то богатств, там, природных ресурсов, он же высасывает у нас эмоции. Он у нас высасывает будущее. Людские ресурсы высасывает. Людские ресурсы, да. И мы постоянно в какой-то депрессии находимся из-за того, что мы движемся, ну, все становится хуже. То есть, Поэтому по-твоему, справедливая модель это вот 10%. Но если, скажем, допустим, что конфедерация, да, или какой-то союз, скажем так, независимых государств будущих, да, построссийских, 10% отчисления в центр и 90% у нас. Ну, ты, конечно, по экономике меня похвалил, понятно, надо будет там какой-то экспертный совет созывать, и надо эту сумму подумать. Но мне кажется, что 10% вполне хватит для того, чтобы все нужды централизованной власти покрыть. Она может работать гораздо более эффективно, но не так, как сейчас. Не так, как сейчас. Я приведу один пример, извиняюсь, да, именно про эффективность. Мы как бы с темы на тему прыгаем, но попробуем задеть многие темы. Помните, когда Хабиров пришел, Назаров пришли, по-моему, они обещали сократить госаппарат в 2 раза, что ли? Или 1 и 2 раза, неважно, 20%. Но у меня очень много друзей все еще работают в правительстве, я с ними постоянно общаюсь. Они говорят, у нас аппарат растет и растет. И почему? Потому что когда даже Назаров объявил о том, что он будет сокращать там госаппарат на 20%, ребята, которые работали под ним, сразу сказали, это невозможно. Андрей Геннадьевич, да, по-моему? Андрей Геннадьевич. Почему? Потому что количество отчета, которое мы должны предоставлять в Москве, Уфе, оно настолько объемное и объемное, что теми людьми, которые у нас сейчас в наличии есть, мы не можем с этим справляться. То есть они понимали, что сокращение госаппарата из-за излишней зарегулированности государственного аппарата, централизованного от Москвы до, там, условно, до Аскарова, да, не позволяет этому количеству людей писать отчеты. Соответственно, надо еще больше людей. Поэтому без политической децентрализации, экономической децентрализации невозможно. Тут надо ломать все и заново все это создавать. По поводу 10%, Уважаемый Руслан я уверен, Сулейман, что 10% расскажите, пожалуйста, как вы переехали в Канаду? Что посоветуете молодым ребятам в этом направлении? Кто вы по образованию? Так, тут у меня голосовой, оказывается, включен, еще задают вопросы дополнительные. Я следующий вопрос, перейду к следующему вопросу. Вопросы, которые сейчас присылает нам, мы, если останется время, зададим позже. Сейчас есть заготовленные вопросы, постараемся их задать все, чтобы мы успели на них ответить. Второй вопрос такой. Многие задаются вопросом, сможет ли Республика Башкортостан стать независимой и как она в таком случае будет жить? Имеется в виду экономически. Ну да, это он связан с политическим вопросом. Конечно. Но, во-первых, у нас не должно быть никакой боязни, что после распада мы без Москвы сможем жить. Ну почему? То есть Москва сегодня для нас это просто груз. Я не говорю, что его там не должно быть должно и так далее, да? Но эти вопросы должны обсуждаться вообще внутри республики. И это вообще должно выноситься на Курултае, потому что мы, сами башкортостанцы, должны определять, каким мы хотим быть. У нас же Путин любит повторять, вот там у всех народов есть право на самоопределение. Да, вот крымчане хотят быть с Россией, Луганск хочет быть с Россией. А почему Башкортостан не имеет права так же думать? Почему мы не имеем права этот же вопрос поднимать на Курултае и думать, мы должны быть с Россией или нет? Если от связи с Россией у нас только минусы, мы больше теряем, экономику теряем. Все предприятия свои потеряли, и у людей нет надежды на будущее. Зачем мы должны быть с Москвой? Этот вопрос должен открыто, по идее, обсуждаться на Курултае, да, а потом выноситься в Москву и так далее. Если мы хотим, у нас есть право на самоопределение, почему бы башкортостанцы не имеют права так же, как крымчане, проголосовать? Я уверен, что сегодня, если всех башкортостанцев отвезти в Америку, там, в Канаду, в Германию, там, условно, да, в Норвегию, в Дубай, пусть они все посмотрят, как люди там живут. И скажем, давайте мы хотим присоединиться к Норвегии. У них как раз там лишний $1 триллион валяется. И мы будем жить как в Норвегии или как в Дубае. После того, как все они увидят, скажут, 99% проголосуют за отделение от России и присоединение к Норвегии. Просто у нас из-за того, что 90% никуда не выезжали, они думают, что вот без Москвы не сможем. Мы сможем, однозначно. У нас есть даже остатки
да, даже остатки тех ресурсов природных, которые у нас есть, что как там нефть, газ, какие-то металлы, нам позволят хорошо жить, однозначно. Кроме этого, у нас еще очень много других факторов, за счет которых мы можем процветать. Ну, тот же внутренний туризм. Да, мы можем отдельно об этом поговорить. Я могу даже сравнение с какой-то с Канадой сделать, да, что мы из канадского опыта внутреннего туризма можем подчеркнуть и так далее. Но я думаю, не надо бояться этого. Хуже уже не будет. Потому что то, что, куда мы движемся, это еще хуже. Поэтому я однозначно уверен, что у нас есть и квалифицированные кадры, и действительно патриоты, и вся ресурсная база, инфраструктурная и так далее, для того, чтобы без Москвы жить гораздо лучше, чем мы живем сейчас. Поэтому этого бояться не надо, надо пробовать. Потому что жизнь нам дается один раз. И проживать его в такой бесперспективной как бы обстановке, это значит изменять самому себе. Скажем, лишить нормального будущего своих детей и внуков, ну и своих потомков. Однозначно, однозначно. Каждый раз, когда... Да-да-да. Что бы мы ни решали, мы должны смотреть даже не на внуков, а гораздо дальше. Да. Вот китайцы любят смотреть на минимум на 200 лет вперед. То есть, если там отбросить все их там негатив и так далее, они думают гораздо дальше, там на столетие вперед. У нас не то, что это вот да, с тему на тему, да, но я в Башкортостане вообще не вижу какого-то там стратегического планирования будущего. Почему? А потому что все подвязано к Москве. Там Хабиров не может сказать, пока ему Путин окей такой не поставит. Ну какое может быть в этом отношении развитие? У нас все подвязано к решению одного человека. Абсолютно тоталитарный, авторитарный режим. Он решает за всех. Он что, умнее всех, что ли? Все его последние вот действия, особенно последний пол, показывают, что у него точно не самый умный человек в России. Ну, да, я с тобой согласен полностью. Тогда вот как бы следующий вопрос, в принципе, нормально идем. С какими в таком случае государствами нам необходимо будет выстраивать в будущем экономические отношения? Вот, представь, что Республика Башкортостан стала независимое, свободное государство, которое сама определяет свою экономическую политику. С кем, как вот, по-твоему, нужно будет выстраивать отношения экономические? Ну, смотря, опять же, какой же сектор, не так ли? То есть тут надо учитывая наше географическое расположение региона, то есть, да, вот как бы все вместе взять, если исламский фактор, тюркский фактор. Да, экономически целесообразно это прежде всего. То есть закон спроса и предложения всегда формирует экономика, не так ли? Если есть там потребность в переработке нефти, у нас есть, вообще самый, по-моему, крупный нефтеперерабатывающий регион России. Там чуть ли не 40% нефти с Сибири приходит нам, у нас же перерабатывают, превращается это в готовый продукт, потом уходит. Поэтому надо смотреть на свои плюсы и минусы. То есть в отношении переработки однозначно мы хорошие. В отношении продажи там каких-то ресурсов, да, мы хорошие. Вот, географически мы находимся однозначно в очень удобном положении, потому что это пересечение Азии и Африки, не так ли? Да. Поэтому, по сути, мы можем стать каким-то хабом, да, крупным таким хабом, для транспортировки даже грузов из Европы в Азию и из Азии в Европу. Мы вот этот момент мы, кстати, постоянно проигрываем. Насколько мне известно, вот этот какой-то великий шелковый путь, который китайцы сегодня проводят, оно, по-моему, проходит как-то не совсем задевая нашу республику. Хотя мы могли бы сделать там, играть гораздо большую роль. Но это проблема уже лоббизма. То есть другие регионы в этом отношении с Москвой гораздо или с Китаем лучше работают, поэтому это все проходит через них. Соответственно, как бы весь какой-то процент за транспортировку, все это будет оставаться у них будет развиваться какая-то туристическая база, там какие-то дома отдыха при дороге и так далее, и так далее. Вопрос такой, обсуждаемый, да? Ну, вот учитывая, что еще раз говорю, исламский фактор, да, то есть мы можем активно взаимодействовать, да, допустим, с теми же самыми Арабскими Эмиратами, да, то есть Саудовской Аравией, учитывая тюркский фактор, то есть со Средней Азией, который сейчас усиленно развивается, в первую очередь с Казахстаном, естественно, с Турцией, как самый, наверное, крупнейший и экономически сильным государством, тюркским государством. Вот. Все, что ты перечислил, однозначно.
Ну, надо, еще раз говорю, исходить из целесообразности, там, спрос-предложение, внутренний туризм надо развивать, да, и опять же привозить очень много, мы можем привозить очень много, мне кажется, гостей со всего мира, потому что даже вот сегодня, если, ну, может быть, вы в курсе, Саудовская Аравия понимает, что нефть сегодня, во-первых, заканчивается, во-вторых, идет переход к каким-то совсем другого рода транспорту, да, электрическому, они начали развивать внутренний туризм в пустыне прям, а у нас и ландшафт, и природа как бы в 100 раз лучше, да, чем в Аравии, поэтому этот момент мы можем проработать. Но это вопрос, опять же, кадров, вопрос проработки, вопрос открытия границ, не так ли? То есть все это невозможно сделать, потому что сейчас Россия это абсолютно закрытое государство. Не въехать, не выехать. Поэтому все эти разговоры возможны только в том случае, когда Россия развалится, и мы построим совсем другую, либо это конфедерация, либо другой Башкортостан абсолютно открытый, где мы свободно вот этими всеми вещами, о которых мы сейчас перечисляем, сможем заниматься. Потому что, ну, при сегодняшней ситуации это невозможно. Попробуй ты, Хабиров, там, условно, да, сегодня, там, глава, поехать самовольно, там, без какого-то там окей, из Москвы поехать в Турцию налаживать отношения. Но это невозможно. Но это не должно быть так. Конечно, если так, учитывать, что... Сегодня у нас... Учитывать, что когда в 2015 году произошел у нас конфликт с Турцией, и когда сбили российский истребитель, я помню тогда министр культуры Российской Федерации, Мединский, печально известный такой человек, запретил, даже приказ издал, можно сказать, указание всем министерствам культуры национальных республик, тюркских республик, выйти из организации Тюрксой. И все вышли, кроме Татарстана. Татарстан вот тогда как бы показал свой характер, не вышел. А вот я помню, что Амина Шафикова, наша министр культуры, первая побежала исполнять. Вот. Ну, к сожалению, да, это происходит. Вообще, конечно, развитие республики должно идти отдельно от вот этой политической составляющей, но, к сожалению, в нынешней России это как бы невозможно, да? Потому что люди столько времени вкладывают в развитие отношений. С той же Турцией, да, условно, мы вырабатывали отношения, постоянно там держали какого-то представителя, привозили сюда инвесторов, наши туда летали. 20 лет работы под хвост из-за какого-то, ну, из-за решения одного человека. Так не должно быть. Вот на Татарстан я тоже немного обижен, потому что, ну, я вижу, что их тоже прогнули сейчас полностью. Тот же Миниханов выполняет те же приказы, точно такой же стал, как Хабиров. А раньше это уже было не так. А поэтому я немного удивлен тому, как они изменяют саму себе. Они столько лет, вот я писал про это у себя в телеграм-канале, с цветами встречали инвесторов. Я помню, начиная от Исхакова, мэр города был такой, потом его в Дальний Восток послали и так далее. Каждого инвестора, там, президент, мэр встречали в аэропорту с цветами, чтобы показать свое отношение, что вот это такая республика, в котором ваш бизнес будет развиваться и так далее, мы инфраструктуру вам все подведем. Но и в конце концов что получилось? Получилась их 20-летняя работа, она пошла на смарку, потому что они сейчас, к сожалению, да, их, наверное, вынудили, опять же, исполнять волю только Москвы. Но это же неправильно. 20-летние инвестиции в будущее республики были отрезаны там одним решением Путина. Такого не должно быть. Это как бизнес, да, вот вы вкладываете 20 лет, там всю свою душу, все свои деньги, у вас там персонал 2000 человек, и вдруг приходит какой-то, ну, рейдерский захват, и вы все потеряли. Ну, это же неправильно. Да, согласен. Вот следующий вопрос такой. Республика Башкортостан – это нефтяная и нефтеперерабатывающая республика. Но черное золото постепенно теряет свои позиции в мире. Многие развитые страны переходят на альтернативные источники энергии. И вот вопрос такой. Сможет ли Башкортостан слезть с нефтяной иглы и развить другие сферы экономики? И надо ли это делать? Или, может быть, нам пока по инерции, пока двигаться надо будет на нефтяной модели экономики? Руслан, вопрос очень сложный, потому что то, что я сегодня вижу в Европе, в Канаде, США, дает очень неоднозначный ответ. Вот, до момента, то есть буквально до прошлого года мы могли 100% там ответить, да, что да, движение в сторону там электрификации транспорта и так далее правильное с экономической точки зрения. Но буквально 2 недели назад из Норвегии поступила информация, что заправка там одного автомобиля Tesla, электрическая заправка, обходится ровно столько же денег, сколько обходится 1 бак бензина.
То есть энергоресурсы в Европе сегодня, в США, в Канаде настолько сильно возросли в цене, что держать электромобиль стало невыгодным. А он же еще очень дорогой. Поэтому мне кажется, то есть я просто маленький пример даю, но вот этот пример можно масштабировать до уровня страны там и всех секторов экономики. И тут нужен очень-очень такой, очень осторожный подход. То есть нельзя терять не это, но в то же время развивать и это. Не так ли? А у нас республика богата не только там нефтянкой. У нас очень много других секторов, по сути, которые, за счет которых, по идее, у нас бюджет мог бы держаться. Возьми тут регионы, да, или страны с моноэкономикой. Ну, условно, Грузия. У Грузии там, кроме туризма, ничего нету. Ну, еще чай там делают, еще вина какие-то, там виноград и так далее. Ну, тоже в Но она сферу такая... туризма входит какой-то часть. Да. То есть у них все связано с туризмом, и я бы не сказал, что они живут хуже России. Я туда летал на 3 дня, меня друзья приглашали, прям, это, по-моему, 15-й год был. Великолепные люди, великолепная страна, великолепные полицейские. Там. Как бы мы сегодня не обвиняли Саакашвили, но за 4 года настолько сильно поменял страну, что я просто диву давался. Начиная от человека, вот его именно характеристик, да, это самое главное, его моральных качеств, его гостеприимство, заканчивая государственной системой. Она настолько эффективно выстроена. Там провели диджитализацию, да, цифровизацию всего и вся. Там великолепные полицейские, лучше, чем даже там в Канаде. Настолько вот. Коррупции не было никакой абсолютно. Но у человека же получилось за 4 года свершить. А у нас же ассоциация Саакашвили какие? Он жует галстук и все. Нет. Это абсолютно другая страна, с другой Россия системой. так Да. преподнесла. Российская Я понимаю. пропаганда, скажем так. То есть человек как бы понимает это только в сравнении, а для этого надо летать. Когда ты летаешь, ты можешь сравнивать, у тебя отрываются глаза. А сегодня за Россию настолько закрыли, сам это из-за действия одного у нас маразматика во власти, да, что люди даже сравнивать не смогут и всегда будут, как северные корейцы, думать, что у нас лучше всех. Но это абсолютно неправильно. Ну вот Хабиров, он летал, в принципе, по миру много, но как минимум в Европе он был, и все-таки у него там дочки живут, и в Австрии, да, был. Но, однако, он, скажем, упорно поддерживает политику Путина, поддерживает войну. Сейчас еще поддержал призыв Кадырова набирать еще добровольческие отряды, да, батальоны какие-то. Как вот, ну вот человек посмотрел мир, однако хочет жить именно вот в такой вот ущербной экономической модели, в которой сейчас находится Российская Федерация. Ну, смотрите, в России вся эта вертикаль власти строится, исходя из принципа, там, как сказать, какой я, такие все остальные, как бы, мои слуги, да, там. Поэтому, посмотрев на Путина, можно понимать, какие у нас губернаторы, и вплоть до там главы муниципалитета. Они все по образу своему созданы Путиным. По одному лекалу, поэтому да? это как бы, да, лекало это неуместное сравнение. Я даже про Хабирова вообще не хочу говорить, честно говоря, это такой. Но у них нет, я что скажу, у них нет стратегического видения. У них нет никакого стратегического видения. Мир меняется. К Западу я тоже очень отрицательно отношусь, но они приняли принципиальное решение убрать Путина и искоренить всю эту систему. Этим надо воспользоваться, потому что я как-то это могу пережить, да, но я хочу лучшего будущего для своих детей, для своих внуков, для детей и внуков всех башкортостанцев, там, неважно, башкиры, татары, русские и так далее. Поэтому в этом отношении я поддерживаю Запад, пусть они Путина уберут, всю эту систему уберут, и мы сможем построить гораздо лучшее будущее для наших детей и внуков. Ну вот как раз, если возвращаться к вопросу о туризме, вот у нас все-таки Республика Башкортостан называют жемчужиной Урала. С приходом Хабирова, до Хабирова много говорилось о том, что нужно развивать внутренний туризм и так далее, но я особо не вижу, чтобы как-то все это продвинулось с мертвой точки. Ну, если есть подвижки, то очень и очень слабо, потому что недавно читал там посты наших уфимских блогеров, которые пытались там съездить куда-то наш Зауральев, там Шульганташ, допустим, даже, который недавно отстроенный там центр. Ну и говорят, что как бы нормальных условий нету, даже элементарно в туалет сходить, как бы, да, то есть условий нету. Вот сможет ли у нас Республика Башкортостан развить так, это экономический туризм, что для этого нужно сделать? Хотя бы вот, чтобы стать как Швейцария, да?
Да, ну, Руслан, смотри, когда только я переехал в Канаду, я увидел, насколько здесь развит именно внутренний туризм. Я про это писал очень много постов, и, по идее, даже Салавата Нафикова сюда приглашал, когда он, по-моему, был Госкомитет по туризму или предпринимательство возглавлял. Потому что Салавата я знаю с детства, у нас папы были директора, мы с ним, ну, в каком-то отношении даже, скажем так, друзья, приятели, да, мы общались очень долго, с детства. Я ему говорю: Салават, приедь сюда, я тебе покажу Канаду, как здесь развит внутренний туризм, как она работает. Вот у каждой провинции есть такая система, там, provincial parks, провинциальные парки, где есть четкий регламент, есть четкие правила, четко выстроенная инфраструктура. Даже, как сказать, написание там букв, да, во всех этих провинциальных парках, она одинаковая, какой-то шрифт там соблюдается и так далее. Все настолько хорошо предусмотрено. Поэтому в отношении развития внутреннего туризма в Башкирии мы постоянно пытаемся изобрести велосипед. Я вижу, что они хаотично что-то развивают, что-то действительно получается, что-то не получается, но системного подхода ко всему Башкортостану и ко всем его паркам и примечательностям, да, достопримечательностям, системного подхода нет. А это надо делать. И это может осилить только государство. Тут понятно, как бы, вот основная, как бы, не то что жалоба, да, а боязнь, то, что частников оттуда отводят, получается, там малый бизнес не развивается и так далее. По Шурганташу вот, было очень много жалоб. Я видел у Андрея Потылицына какой-то репортаж, они там какой-то новый, по-моему, музей построили и так далее. Частники остались без работы, понятно, там по какому-то лобби кто-то другой приехал, но это все можно формализовать и очень грамотно организовать. Очертить какие-то правила, внутри которых этот частник должен действовать и так далее. И тогда вреда никакого не будет. Поэтому в этом отношении я уверен, что Башкортостан очень сильно может развить внутренний туризм. За счет него, кстати, товарооборот внутри республики очень сильно увеличивается, а любое движение денег идет только в плюс. То есть вот когда мы говорим о внутреннем туризме или вообще о развитии внутренней экономики, самая главная ставка всегда делается на внутренний спрос. Вот любим говорить: о, надо продать сюда, экспортом заниматься. Да, экспорт важно и так далее. Но в любом случае минимум 70% оборота бюджета, да, в республике, оно происходит именно за счет внутреннего потребления. Поэтому нам самую большую ставку сделать надо на обогащение своей же нации, да, башкортостанцев, чтобы они тратили деньги свои внутри республики, чтобы никуда не надо было ездить. А для этого как раз все эти вот институты, да, туризма и всего остального надо создавать, чтобы это оставалось внутри. И все. Если это грамотно организовать систему, да, приехать в Канаду посмотреть, в Германию съездить посмотреть, просто его скопировать, никто же нам предъявлять суд, наверное, не будет из-за того, что ты его копируешь, да, то ситуация может в корне как бы измениться. И я верю, что мы это однозначно сможем сделать. Вот я, кстати, спасибо, знаешь, Путину за что? За то, что мы все уехали из республики. Вот ты уехал, да, я уехал. Очень много ребят я знаю. Вот когда на Куштам было стояние, мы же тут организовывали столько как бы событий. Ну, я попытался всех башкир за рубежом как бы на себя взвалить, да, мы организовывали там с Америкой, там, в Германии, где только нет. И эти ребята, они лучшие, да, они видели мир, они видят, как, что та или иная система функционирует в мире, и они готовы все приехать домой назад после того, как эта система развалится, и работать даже не ради денег, именно ради хорошего будущего для нашей республики. Вот этот момент как бы хороший. То есть, слава богу, мы уехали, мы посмотрели, и мы готовы с этими знаниями, запасом багажа приехать и попытаться развивать нашу республику. Ну вот я по поводу, вот многие спорят там, как будет, какая модель вообще нашей республики Башкортостан, имеется в виду, какая фишка должна быть, да, у республики Башкортостан. Я считаю, что так как наша республика, еще раз, как правильно ты заметил, находится на стыке Европы и Азии, тюркская культура, мусульманская культура, и окружена она, скажем так, да, то есть, ну, если брать с запада, то Татарстан, как бы, а с других сторон все равно, как бы, большинство русских областей, то мы, как бы, вот, я считаю, что все равно, как бы, если брать Татарстан, он более, скажем, такой европейский, европейская у него модель развития, не азиатская. А вот именно что, если брать в европейской части, по-моему, азиатской модели больше ни у кого и нету. Ну, может быть, калмыки только. Вот. И мы могли бы вот именно показать европейцам, да, тем будущим туристам, которые к нам будут приезжать, там, допустим, из Московской республики, да, то есть из прибалтийских стран, из западных,
стран каких-то. Именно вот какое-то сочетание европейской модели, азиатской модели, восточный какой-то стиль, все вместе. Вот я считаю, что вот в этом наша фишка. То есть мы должны вот это показать, сочетание. Не Европа, но и не Азия. Какое-то что-то вот такое. Ну, это вопрос, как бы, надо делать мозговой штурм. Вот все умы должны вернуться, те умы, которых там пытались прессовать в Башкортостане, в будущем Башкортостана. Ну, смотрите, мы должны, во-первых, отойти от авторитаризма. Я вот немного по-другому отвечу, да. Вот мы же с тобой тоже иногда встречаемся, да, мы башкиры, там, башкортостанцы за рубежом, заходим в Zoom и обсуждаем будущее Башкортостана. И мы всегда голосуем, не так ли? Да. Мы же всегда голосуем. Там, условно, если у нас 5 человек, у одного одно как бы решение, у другого второе. Мы это демократическим образом решаем. И если даже, допустим, твоя точка зрения победила, а я по-своему там, ну, моя точка нет, но я с уважением принимаю твою точку зрения, потому что основная масса за это проголосовала. В этом отношении все процессы в будущем Башкортостана должны решаться коллегиально. Не так, да, там Хабиров сидел и решил. Такого не должно быть. Есть какой-то в каждой области там деятельности человека должны быть мозги, которые должны взвесить все плюсы и минусы, а потом уже думать, как развиваться. То же самое с туризмом, который ты сейчас говоришь. Наверное, это интересная идея, но мы должны собрать всех аксакалов, там, продвинутых в этом отношении, и вот этот момент как-то грамотно решить. Например, может быть, та сторона за Урале, где у нас горы, где у нас лошадей больше, чем людей, да, его развивать по, допустим, азиатскому пути, да, там пока ставить какие-то там тирмелер, развивать внутренний туризм, внутри вот этих вот тирма и так далее. А то эту стазь, которая ближе к Татарстану, делать его по-другому. Но это вопрос обсуждения. Это вот, когда все это развалится, у нас будет столько работы, как мы спать не сможем. Как Арестович в начале войны, вот там, да, он говорил, спал 2 часа, да, у нас несколько лет, возможно, придется спать по 2 часа для того, чтобы очень много вопросов решить и как-то сдвинуть свою... Как Заки Валиди писал в воспоминаниях, его правительство спало очень мало, но они были настолько заряжены энергией, вот это вот действием вот этой вот современной политической, на тот момент политических действительностей, то есть они не спали практически. Вот то же самое будет, я думаю. Так и должно быть. Когда ты живешь идеей, это обычно так и происходит. Ты готов жертвовать много чем, очень много, и временем, там, и семьей, и так далее, только ради исполнения этой идеи. Ну вот очень много ребят сейчас этой идеей живем. Дай бог, чтобы Всевышний нам дал шанс использовать вот эти все наработки, мысли для построения лучшей страны. Аминь. Аминь, да. Вот как считаешь, вот у нас, ты же знаешь, да, что у нас в Республике Башкортостан все крупнейшие предприятия ушли московским олигархам, друзьям Путина. То есть да, Башнефть ушла Сечину, да, то есть Роснефть, УГМК там, другим, там, кто там у нас? Потом Салават Нефтьоргсинтез ушел Газпрому, ну и так далее, да, то есть вот как ты считаешь, возможно ли их вернуть? И вернем ли, и как это будет происходить? Это очень такой важный вопрос, потому что многие задают этот вопрос. Что будем делать? Как будем возвращать наши стратегические предприятия? Начну с прошлого. Я всегда думал о том, можно ли было бы их оставить, во-первых. Да, я думаю, можно было бы оставить. Рахимов был действительно такая мощная личность, но, конечно же, были ошибки. Одной из ошибок было опять решать вопросы в кругу узких людей, либо сам, и, конечно, были какие-то личные интересы. Если бы изначально республика выстраивалась, исходя из того, что власть, как у нас в Конституции сказано, принадлежит полностью народу, и все делить с народом, и решать с народом, то вот эта ситуация тогда бы никогда не возникла. Потому что Москва же пристанула, забрала условно Башкирдитбанк, да, одни выборы. Следующие выборы они забрали Башнефть. Следующие выборы они забрали снос. То есть, чтобы оставаться там бабай у власти, приходилось оставать самые крупные предприятия. Это было неправильно. Если бы он сказал, мой народ против, и народ тогда бы вышел против Москвы, против каждого несправедливого решения, то у нас все предприятия остались при себе. Но, к сожалению, принято под столом вопросы решать, а потом это объявлять народу. Это было неправильно. Если бы изначально все выстраивалось на других взаимоотношениях с лидером и с народом, этого ситуации не было. Но что было, то было, мы уже все это потеряли. И потеряли это очень несправедливо.
по любым там, и либо по законам, либо по понятиям, которые у Путина есть. Потому что если ты хочешь выстраивать хорошие отношения, доброжелательные и долгосрочные, и искренние, оно не должно строиться на силе. Сегодня у нас Россия строится на превосходстве силы кого-то над кем-то, не так ли? Там могут подтянуть ФСБшников, там, Росгвардии и так далее. А после этого у тебя отношение к Москве никогда не будет хорошим. Этого не должно быть. Поэтому у тебя, кстати, этот футболка как В, кажется. Окей. Только верхняя часть видна. Я думал, неужели это Z или вы, думаю, надел. Ладно. Вот, я думаю, мы этот вопрос с вами тоже обсуждали. Вот ты правильно, мне кажется, упомянул о том, что надо создавать какую-то комиссию. Мы беспередельничать не можем, потому что мы идем демократии какой-то, не так ли? Поэтому надо создавать комиссию, посмотреть, насколько справедливо они были отобраны. Но, я думаю, это должно заканчиваться однозначно национализацией. Крупнейшие предприятия Башкортостана, они должны служить только всему населению. Я еще дальше больше скажу. Эти предприятия суперрентабельные. Суперрентабельные. То есть, мне кажется, мы в будущем Башкортостана должны открыть счет каждому нашему жителю. И в конце года, это же предприятие государственное, вся прибыль, которая была заработана за счет этих крупнейших компаний, которые мы национализируем, все деньги должны упасть на счет каждого башкортостанца. Безусловный базовый доход, ты говоришь, да, о нем? Да. Да, нет, даже не это. Это, я в русский, кстати, начал забывать. От акций, облигаций всегда бывает какая-то прибыль, которая распределяется в конце года, там, компании, не так ли? Вот эти деньги должны справедливо, равномерно распределиться среди всего населения. Допустим, каждому человеку в конце года падает 30 тысяч рублей. За счет того, что вот эти крупные компании, у них была какая-то прибыль. Ну, каждый год это будет разниться, естественно. Но раз она государственная, а государство у нас принадлежит народу, все деньги должны равномерно распределиться среди людей, среди Башкортостана. Это, опять же, будет побуждать внутренний спрос. Это будет, у нас люди будут больше покупать. Раз больше покупают, у нас растет производительная способность. Ты видишь те сектора, которые можно развивать, и начинаешь складывать уже туда. Внутреннее потребление, оно, о котором я вот только что говорил, что это составляет там 70%, оно должно будет расти. И я думаю, во многих отношениях, вот мы эти вопросы сегодня прорабатываем, а многие республики об этом не думают. Башкортостан вообще может стать, мне кажется, локомотивом, там, таким примером развития тех регионов, которые потом отколются от России. Дай бог, многие еще даже будут нас копировать. Я даже дальше подумал, честно говоря, не знаю, это как утопистически как бы звучит. Я же на стройке работаю, да, я строю дома. И у меня 8-9 часов физической работы. И пока физической работы, я думаю, как мы можем обустроить страну в будущем. Я думаю, слава богу, я уехал, слава богу, я не какой-то чиновник, который там выполняет указки сверху. Слава богу, я не какой-то глава администрации Абзелилского района и так далее. Это не позволяет мне бы мыслить. А сейчас у меня 9 часов времени, чтобы мыслить и думать о будущем. Мне кажется, сегодня даже регионы должны, я немного перескакиваю с темы, но у нас просто времени мало, поэтому хочу как можно больше сказать. Вот если бы я был на месте Хабирова сегодня, я бы уже сделал денежную единицу, потому что Россия развалится. Когда развалится, у тебя рубля нету, у тебя нету денежной единицы, за счет которой ты можешь даже торговаться. Они должны были уже сейчас об этом подумать, назвать его тенге, там, гун, там, неважно, да? Эти банкноты все напечатать и где-то держать. И как так все развалится, все это раздать для того, чтобы у нас срывов экономики не было, чтобы у нас не была такая бартерная схема, да, допотопная с каменного века. Об этом мы сегодня должны думать уже. И власти должны уже напечатать и приготовиться ко всем другим взаимоотношениям экономическим после развала России. Я не думаю, что кто-то об этом думает. Делаешь ставку на Хабирова, который готовится к тому, что... Нет, я на него не делаю. Я имею в виду, что если бы я был Хабировым, я сразу отметил. Я уже напечатал деньги, и, возможно, даже регионы соседние у нас это все забрали для того, чтобы мы могли бы стать вообще центром протяжения после развала. Мы об этом с тобой думаем, да? Много ребят у нас с такими же как бы мыслями. Но те люди, которые возглавляют регионы, однозначно об этом не думают. Они до конца будут с Путиным. И развалится, и в этом корабле они утонут, как в Титанике. К сожалению. Им некогда, им надо думать, как Украину пытаться победить, денацифицировать. Вот. Ну, Украину победить, это значит победить одновременно 54 страны союзника. Ну это же глупо даже. Звучит даже немного смешно. Да. Тогда получается, вот я вот как бы слушаю тебя и понимаю, что ты говоришь о парламентской республике, не о президентской.
Да, у нас сейчас там суперпрезидентская, да, то есть республика. Даже не о президентской, а о парламентской или смешанная. Вот какой ты видишь будущую республику нашу? Парламентская это такая европейская модель, да. Мы можем его назвать там аксакальная, условно, да. Но это не важно. Но не должно быть диктата одного человека на всех. Вот я сегодня смотрю на республику, ну, как бы больше через Андрея смотрю, да, либо какие-то новости. У меня ощущение, что Хабиров и глава республики, и мэр города Уфы, и он глава администрации Баймакского района, и еще Аскаровского муниципалитета, потому что он везде вмешивается. Почему у нас городом Уфой занимается Хабиров, а не мэр? Это же неправильно. Потому что излишняя централизация власти. Он на себя все примкнул, соответственно, за все будем мы требовать с него. Потому что вся власть у него в руках. Точно так же, как и в России. Все, что происходит в России, мы спросим с Путина. Все, что происходит в республике, мы спросим с Хабирова. Но это неправильно же. На местах люди всегда знают, какие потребности есть, что лучше развивать. Понятно, как бы вид сверху тоже важен, но на местах это все должно решаться. Поэтому в будущем Башкортостана децентрализация власти будет происходить обычно, то есть однозначно. Вот мэр города, ты головой за это отвечаешь, но не Хабиров. У нас Хабиров вмешивается на какие-то ямы, там, я не знаю, режет там дерево в каком-то парку и так далее. Это говорит о том, что он просто не умеет перераспределять как это? Свои полномочия. Да, полномочия, и нет тех кадров, не ставить тех кадров, которые могли бы самостоятельно это решать. Но этому должен быть положен конец. Что касается парламентской или президентской группы, я склоняюсь, лично мое мнение, мы об этом тоже с тобой много говорили, однозначно парламентской республики. Вот я бы, например, хотел, да, вот тебя видел еще 4 года назад. Руслан должен сидеть в Курултае и обсуждать Башкортостан, будущее. Ты, Алсына, вот эти все лидеры должны были быть минимум сидеть в Курултае и говорить о будущем, потому что вы реальные патриоты. И я вижу, насколько у вас переживает сердце, у вас там закипает кровь, да, когда вы видите те вещи, которые происходят в Башкортостане. Я вижу, что и от вас, вот, да, от нас там, не знаю, про себя не говорю, я такой мелкий человек, да, но такие люди должны именно возглавлять республику, какие-то комитеты, Курултай и говорить о будущем развитии. Вот, поэтому все это должно быть согласовано, все должно быть совет какой-то, да, каждый вопрос должен подниматься на советы и коллегиально решаться, но не так, как сегодня. Вот, например, я еще одну как бы мелочь скажу. Мне не нравится, как вот распределение мест у нас в правительстве, там какую-то, по-моему, корпорацию развития, что ли, сделали, да, у нас. Да. И Хабиров всегда сидит во главе и сидит чуть-чуть выше, чем остальные, и диктует условия. И там 50 человек каждый понедельник они собираются, никто из них не задает ни один вопрос, никто не идет против, и никто не спорит по тем или иным решениям, которые принимает Хабиров. Это же неправильно. Во-первых, стол должен быть круглый у казахов, как у казахов. Потому что у нас есть мнение, важное мнение каждого. Ты не должен возвышаться над другими. Когда ты круглый стол делаешь, это автоматически делает тебя равнозначным членом. Однозначно, конечно. Каждый имеет право высказаться. Там должны быть какие-то супер дебаты и так далее. Но у нас же такого нету. У нас чистый авторитаризм, что в России, что в Башкирии, что в муниципалитете. Такого не должно быть. Ущемляется как бы мнение умнейших людей. Дай бог, вместе с кончиной России мы положим этому конец. И дай бог, мы выстроим совсем другие взаимоотношения для принятия решений во всех властных структурах нашей прекрасной, иншаллах, республики. А вот, по-твоему, какие сильные и слабые стороны вот Башкортостана? Сильные и слабые. Сильные, я думаю, это народ прежде всего, сильная. Мы все еще любим хвастаться Куштау, но это как бы действительно то состояние, да, то событие, на котором мы можем опираться для того, чтобы среднюю температуру по республике посмотреть. Не все потеряно, моральные качества, да, профессиональное, какой-то гражданский долг, отношение к природе, отношение друг к другу у нас действительно очень хорошо развито. Я знаю очень много ребят, которые могли бы привнести как бы свою часть в развитие Башкортостана. Поэтому я считаю, что самое главное это наш многонациональный народ, вот, за счет которого мы сможем делать какой-то рывок. Все остальное второстепенно. Потому что имея как бы такие кадры, дай бог, да, которых мы сможем вывести наружу, даже если у нас была пустыня, как у арабов, мы
мы могли бы превратиться там, как Маяковский говорил, да, здесь будет город-сад 4 года. Поэтому все остальное второстепенно. У нас очень много хороших кадров, которые готовы вернуться. Я лично со многими общался из Москвы, великолепные там есть. Минимум уровня шикарного премьер-министра, много ребят, которых мы должны возвращать. И я думаю, мы сможем их уломать и вернуть, дай бог, после того, как известные события произойдут. Вот. Мы должны все вернуться, Руслан. Ты, я, там все. Будем уговаривать всех. Вот. После часа X мы должны все возвращаться и все свои знания, опыт, который мы здесь получили, пустить на развитие нашей республики. Да, надо будет пожертвовать много чем, но это того стоит. По-другому жизнь же скучная. Вот вчера мы с женой сидим, обсуждаем. Настолько же в Канаде жизнь скучная. Ну, тут же все хорошо. Я его как бы критикую, есть минимум. Канада тоже движется к тоталитаризму, авторитаризму, трудо там вообще никакой. Ну, здесь моего сердца нет. Я сижу, смотрю, все хорошо, вся система зал. И настолько скучно жить. В Башкортостане не так. Когда с ребятами собираюсь, начинаю что-то обсуждать. Там люди соображают, они более теплые отношения, понимаешь? Это совсем у нас другая республика, совсем другие люди. Вот здесь что я потерял? Ну, я временно тут живу, я его рассматриваю как проживание в Канаде, как набирать опыт для того, чтобы использовать у себя дома. Дай бог, я думаю, мы все должны собраться домой. Ну, а слабые стороны Башкортостана какие? Ну, блин, я же оптимист, неправильный вопрос. Слабые стороны, ну, по экологии много что надо будет сделать. По экологии очень много работы. В том году, ну, это над чем надо поработать, это слабая сторона, по сути, да. Мы, когда прилетели в Уфу, я был в Уфе в том году месяц. Первое, что я ощутил, это грязный воздух. Это ужасно. В Канаде идеальный воздух. В Оттаве, где мы живем, это город-миллионник такой же, как Уфа. Нет ни одного производства. Если там есть, там стоят суперфильтры, ты ничего не почувствуешь. Да? Ну, потому что тут очень такие строгие рамки, страшные штрафы. То есть, если вы что-то нарушите, ну все, это предприятие может закрывать. Поэтому и есть закон работает, поэтому предприятия, как бы хозяева пекутся о том, чтобы все было экологически чистым. Что касается Башкортостана, первым мы прилетели, это был грязный воздух. Я в Уфе же дышать реально не мог. Я думаю, как вы этим дышите? Ну, вина понятно кого, да? Потому что эксплуатируют все эти производства очень просто на износ, берут под них кредиты и никогда не думают о том, что будет с людьми. Над этим надо будет поработать. Далее, образование у нас, ну, как бы, довольно такая слабая сторона. Ну, надо будет все менять. Здравоохранение надо менять в корне. Образование надо менять. Очень много работы предстоит, над которым поработать. Ну, конкретные вот недостатки я сейчас не скажу просто. У нас вроде все есть для того, чтобы мы развивались. Эти недостатки – это те вопросы, над которыми надо работать. И над ними мы будем работать, дай бог. Ну, а вот тогда какая, на твой взгляд, должна быть эффективная команда экономистов в будущем правительстве свободного Башкортостана? Я думаю, работу всего госаппарата Башкортостана надо сделать как в крупной коммерческой структуре. Он отвечает за все. Это как, условно, менеджер, который отвечает за какой-то проект. Когда лет 10 назад я бегал со своим проектом строительства кожевенного завода в правительстве, тогда еще был Сарбаев, нет, 12 лет назад, 13, я увидел, насколько неэффективный аппарат. То есть я один бегаю на свои деньги, 2 года лоббирую этот вопрос, делаю бизнес-планы, защищаю там Министерство промышленности, Минпром мне ставит кучу всяких препонов, что это чтобы это все не проходило, да. Потом там с горем пополам я все это прохожу, привожу там премьера в Турцию, знакомлю его там с этим президентом ассоциации кожевенников Турции, там куча министров согласовал. Мы проработали уже весь спрос, куда эта кожа должна... Я все это на свои деньги, 2 года бегал, да, и до конечного результата дошел. И все это время там куча ребят с Минпрома, с правительства звонят мне: Руслан, как у тебя двигается проект? Как двигается? То есть их вся работа построена на том, чтобы от меня получать какую-то информацию и все это двигать наверх. В то же время они помочь мне никто не может. То есть за счет меня кормятся 4 каких-то госработника, да, которые просто пишут рапорта наверх. Такого не должно быть. Они все должны быть менеджерами, каждый из которых отвечает за какой-то проект. И у них должна быть минимальная зарплата. Ты сделал этот проект как коммерческую структуру, доделал это, получаешь большие какие-то гонорары. То есть система должна выстраиваться эффективная по образу крупных коммерческих компаний, но не так, как сегодня.
И, естественно, отчетность мы все уберем. У нас не надо будет отчитываться ни перед Москвой, там, возможно, даже какие-то моменты перед Уфой. И в то же время мы должны сделать цифровизацию всего и вся. Для того, чтобы очень многие как бы промежуточные звенья мы можем убрать. У меня вообще как бы складывается ощущение, что весь госаппарат мы можем засунуть только в Белый дом. Он будет гораздо эффективнее, нежели то, что сегодня у нас происходит с тем аппаратом, который раскидан наполовину Уфы. Надо просто его оцифровать, убрать вот этот московский контроль и так далее, и какую-то систему ввести. Это возможно сделать. Я уже с программистами переговорил, 2-3. Я говорю, ребята, возможно это сделать? Конечно, это без проблем. Эти ребята, наши башкиряты, там, да, башкортар, или неважно, башкортостанцы, которые работают за рубежом. Кто-то живет, и у меня есть друзья, которые в Силиконовой долине, да, в Сан-Франциско, вот, в Лос-Анджелесе. Я им вопросы задавал. Они говорят, это без проблем, все это можно сделать. Поэтому, да, главное, чтобы возможность нам представилась для того, чтобы взять управление республикой в свои руки и сделать все это. Это все реально. А вот, ну тогда предпоследний вопрос, вот сильные и слабые стороны вот западной экономической модели, вот, да, вот ты живешь на Западе, что можно оттуда перенять, как бы, да, в нашу республику, которая, ну, на сегодняшний день и не восточная, и не западная, и вообще непонятно какая серая экономика. Вот, для экономики Башкортостана что можно перенять с Запада? Вот у турков есть хорошая пословица «Аклын йолы бирдир». Ну да, «Акылдың йолы бир». То есть всегда есть разумный, самый прямой и эффективный как бы, решение для какого-то вопроса. Поэтому здесь, я думаю, должно быть примерно так же. Допустим, мне нравится в Канаде это реальное разделение властей. Сейчас это, конечно, сильно пошатнулось после ковида, да, после того, как Трюдо тут начал немного другую повестку двигать. Но до Трюдо и даже сейчас я вижу реальное разделение властей. Вот, это очень важно, то, что мы должны перенять. Вот эти вот судебная, там, да, исполнительная и какая там еще законодательная власть, они не должны никак не пересекаться. Они должны стоять друг от друга отдельно. Далее, эффективность выборов. Да? Выборы действительно, они здесь честные. Вот. И побеждает тот, кто действительно побеждает. Это во всем западном мире так. Ты вот сейчас живешь в Литве, Эстония находится очень близко. Ты, наверное, знаешь, что Эстония, она маленькая страна, у которых нет вообще там никаких полезных ресурсов, живут за счет, я не знаю, каких-то дотаций ЕС, там, плюс рыбу, по-моему, ловят, как, ну и так далее. Такие мелкие производства есть. Но у них вот это госаппарат выстроен идеально. И они оцифровали свою власть еще 20 лет назад. Я читал в журнале «Эксперт», по-моему, лет 20 назад. То есть к этому уровню мы все еще, к сожалению, не подошли. Поэтому, мне кажется, на Западе можно взять именно цифровизацию, эффективность власти, разделение властей, честность выборов и так далее. Но в то же время мы же все-таки как бы больше, скажем так, мусульманская республика, мы больше, возможно, тяготеем каким-то моментом именно духовным. Нам надо будет убрать те вещи, которые считаются вирусными и неправильными, и аморальными в западном обществе. Ну, та же поддержка ЛГБТ. Что бы там ни говорил, например, я бы не хотел, чтобы это все поддерживалось. Или там равенство гендеров, там, что ребенок должен сам себе выбирать там пол, да, когда рождается и так далее. Ну, вернее, когда растет. Поэтому много вещей аморальных, которые мы сегодня видим на Западе, мы однозначно должны от них отречься. Вот, и идти как бы по Святому Писанию, которое у нас есть. Неважно там ислам, христианство, иудаизм, да. Потому что как бы вот эти 10 там заповедей, они везде одинаковые. Мы должны их соблюдать, одновременно развиваться экономически, как западная страна. И демократия также. Поэтому вот я думаю, ну, вышеперечисленные вещи мы должны брать. И те вещи, которые считаются аморальными, неправильными и так далее, которые приводят потом к всеобщей катастрофе, да, которые описаны в святых книгах, там типа Содом и Гоморра, вот их мы должны отречься и развивать очень гармонично нашу республику. Тут сейчас перейдем к вопросам. Тут очень много вопросов накидали. Ну, очень много тебе салам передают, Руслан. Давно ждали. Валейкум салям. Некоторые рад всех видеть, слышать. Ага. Некоторые пишут, что готовы вернуться из США, строить нашу республику. Да, много таких. И из США, и из Европы, и из Москвы. Я лично знаю очень много ребят, десятками, которые, каждый из которых может занять министерское кресло. Ну, реально так. Угу. Я еще, когда давал интервью «Миллиард татар» в прошлом году, говорил, что, по сути, каждый из нас же был волком-одиночка, ты там, я здесь, там, ну, и так далее.
Но сейчас все это пытаемся как бы соединить. У меня даже правительство было сформировано в прошлом году. Мы там с некоторыми отскоками будущее Башкортостан сформировали, мы расписали каждое место, кто должен где работать. Оно сильно отличается от той шутки, которую ты прислал у себя, тот самый Башкорт. Помнишь, там твои читатели прислали там президент, там всех министров и так далее. Там почти там двое только, возможно, или трое есть из тех, кто там есть. Потому что есть... Но правительство это должно быть эффективным. Те, которые патриоты там и так далее, защищать как национального, они должны быть больше в Курултае, понимаешь, да? А правительство это должно быть эффективный аппарат, и там совсем другого люди требуется. Алейкум салям, там все, кто привет передавал, да. Вот вопрос тогда, будет ли у нас своя валюта и как она будет называться? Ну, про валюту я уже упомянул. Да. Я думаю, в эту валюту мы должны, ну, вот, находясь за рубежом, мы же это не можем сделать, но валюта однозначно должна быть. Но, потому что я не знаю, кто это на себя возьмет, потому что если все развалится и будет очень много разных стран, вот именно на переходном этапе, когда вот этот весь хаос будет, нам валюта однозначно нужна. Потому что без этого не проживем. Мы же не будем там выращивать картошку, потом ехать в Магнитогорск и менять это все на яблоко. Но это очень допотопно, не так ли? Поэтому к часу X, по сути, у Башкортостана валюта должна быть. Но в дальнейшем, в зависимости от того, как отношения с другими частями вот этой будущей конфедерации будут выстраиваться, возможно, нужно будет переходить к какой-то валюте по типа евро. А может просто евро забрать. То это вопрос опять обсуждаемый, в зависимости от ситуации, в которую мы будем попадать. Либо тогда надо диктовать свои условия, просто делать его, да, и распространить там на всю будущую Россию. Как его назвать, это не столь важно. Его можно назвать мультик, фунтик там и так далее. Но это не столь важно. Но над этим мы должны... Шаймурат точно нет, потому что ассоциация после Хабира у меня не совсем хорошая с этим. Вот тут пишут, Рамиль задает вопрос такой: туризм не вытянет республику. Простой пример: Грузия и Прибалтика. Необходимо развивать высокотехнологическое машиностроение, там вот у МПО, допустим, да, уникальные технологии, у которых ни у кого нет. Не, однозначно я с этим согласен. Мы говорили же просто, что даже будучи моностраной, типа Грузии, у которой только есть туризм, они еще как-то на плаву держатся. Но мы к этому еще добавить можем еще 10 каких-то направлений, которые мы можем прорабатывать. Поэтому в этом отношении я с Рамилем согласен. И то, что мы не сказали как бы в прошлом, вот в нашем интервью, оно оно пересекается друг с другом. То есть никаких тут разногласий нет. Однозначно надо, то есть, как я уже до этого говорил, надо сделать какой-то экономический совет, собрать туда всех аксакалов. Аксакалов не имеется в виду это старый человек, да, а именно люди, которые в этом соображают, собрать все идеи, потом определиться с главными, приоритетными, да, и именно развивать точечно по ним бить. Ну, наверное, не совет аксакалов, а, наверное, совет экспертов, понимающих... Нет, это как бы одно и то же, по сути. Экспертов, аксакалов экономических, скажем так, да? Да. Ну, в принципе, здесь остальные вопросы уже такие, они, скажем так, общего плана. Да, то есть то, что мы с тобой проговорили, многие с нами согласны, особо как бы не вижу таких возражений, не вижу острых вопросов особо. Ну, давай, наверное, тогда на следующий раз оставим еще вопросов. Я думаю, что после нашего вот этого эфира, мне кажется, много людей заинтересуются, посмотрят, и я думаю, что зададут вопросы свои, подготовимся. И я думаю, что в следующий уже можно будет перейти и о политике немного поговорить. О сегодняшней политике, о будущей политике, ну, совместно с экономическими какими-то вопросами. Спасибо, что ты принял участие. Если есть что последнее сказать, скажи, пожалуйста, и на этом будем заканчивать. Передать нашим... Спасибо за приглашение в эфир. Это для меня, конечно, был дебют. Возможно, я выступил немного эмоционально и так далее, но это мое состояние. Люди должны понимать, что вот какое я есть, такое я есть. Иногда, возможно, перегибаю палку, но я верю в абсолютно другой Башкортостан, который будет минимум на уровне Дубая. И я знаю, что у нас есть ресурсы, есть мозги и все для того, чтобы все это осуществить. И второй момент. Люди должны очень смело мыслить. Очень смело надо мыслить. Не надо мыслить в рамках как бы той Российской Федерации, которая у нас сегодня сформирована. Там слишком много лимитов и границ. Надо всегда за них выходить. И как сказать...
тогда мы гораздо такой более, скажем так, как сказать, те вещи, о которых мы даже не могли подумать, да, мы можем сотворить их в будущем Башкортостана. Поэтому я верю в наших людей, я верю в наш потенциал, я верю, что все это получится. И надо понимать, все должны понимать, что эта Россия развалится, и на его месте мы все должны построить гораздо более развитое во всех отношениях, начиная каких-то с человеческих вещей, да, моральных и так далее, и заканчивая экономически, другое какое-то строение, в котором мы будем гордиться жить, и в котором будут гордиться наши предки. Ладно, Руслан, спасибо за эфир. Давайте остальные вопросы, дай бог, оставим на следующий эфир и ответим на них в будущем. Да, давай. Спасибо большое, Руслан. Салам алейкум. Зор рахмат. Ва алейкум салям.